27 сентября по 1 октября 2021 года на базе Международной академии ХМЕ проходили краткосрочные курсы повышения квалификации по теме «Музыкальный календарь Тувы». Это была новая разработанная программа, новая тема для преподавателей музыки и учителей пения дошкольных образовательных учреждений, а также младших классов общеобразовательных школ. На курсах у нас присутствовало в общем количестве 26 человек, слушателей, то есть это были и очные слушатели, и также онлайн в связи со сложившейся ситуацией. Были затронуты такие темы, как в музыкальном календаре. Это изучение непосредственно, конечно же, репертуара, песенного репертуара для дошкольных образовательных учреждений, а также младших классов общеобразовательных школ. Также были затронуты такие темы, как история музыки Тувы, образование, фольклор, изучение фольклора, создание первой авторской музыки, а также развитие композиторской школы как профессиональной, так и композиторов-песенников. Также были затронуты такие темы, как знакомство с тувинскими традиционными национальными музыкальными инструментами, а также знакомство со всеми основными видами горлового пения ХМЕ. Что бы хотела сказать, в частности, по прошедшим курсам. Тема была, во-первых, она очень интересная, во-первых, она очень актуальная. Это выяснилось во время, собственно, самих слушаний. Очень такой неподдельный интерес со стороны преподавателей, педагогов, дошкольных учреждений. Действительно, репертуар для детей, как при республиканских детских садах, а также общеобразовательных, младших классах общеобразовательных школ, действительно несколько страдает. Помимо этого есть такая тонкость, как общезаданная программа Министерства образования Российской Федерации. И помимо этого включать национальный региональный компонент, то есть преподаватели должны уже сами искать собственный материал, сами готовить какой-то песенный материал. И вот мы решили в этом отношении немножко помочь нашим коллегам и создали такую программу, как «Музыкальный календарь Тувы». То есть, что это само собой подразумевает? Это начиная с 1 сентября все знаменательные даты, которые отмечаются, в основном международные даты, общероссийские даты, ну и, конечно же, региональные наши даты, которые отмечаются у нас в Республике Тува. Такие, например, как вот с 1 сентября, с Международным днем знаний, совпадает День памяти тувинских добровольцев, к примеру. Помимо этого есть такие даты, как День тувинского языка, Адалар Хүнү, Иелер Хүнү. Помимо этого еще есть Шага, конечно же. Есть праздник оленеводов. Нынче в этом году появился впервые праздник сарлыководов, то есть яководов. Помимо этого есть День Конституции Республики Тува, есть НАТОМ, есть День Республики, есть День ХМЕ. И так очень много таких дат, которые бы, конечно же, так или иначе хотелось бы затронуть в педагогической деятельности именно нашими коллегами. То есть в связи с этими датами было подобрано примерно сейчас в данный момент готово около 200 песен, но мы не собираемся на этом останавливаться, хотим увеличить репертуар. Помимо этого, по следам музыкального календаря Тувы хотим выпустить сборник совместно с нашим коллегой Мангушем Томасом Хадзеолычем, музыкальный сборник детских песен «Хублыбей». Кроме того, для преподавателей, слушателей курсов была организована обучающая программа нотного редактора «Финал». То есть это непосредственно самые первые шаги, как установить программу, как в ней простой набор нот, простые аранжировки, простой подбор тех или иных видов ансамблей и оркестров для дальнейшего создания фонограмм, что очень удобно в настоящее время, допустим, в отсутствии музыкальных инструментов. То есть если раньше все это можно было организовать с помощью, допустим, баяна, аккордеона,
и других аккомпанирующих инструментов, то современное время требует уже иных технологий, поэтому мы больше акцент делаем на музыкальные редакторы, чтобы преподаватели сами в дальнейшем могли выбрать репертуар, аранжировать его для простого ансамбля и создать так называемую фонограмму для удобной работы с детьми. Ну, в целом курсы удались, слушателям было очень интересно, особенно их заинтересовали, конечно же, наши традиционные национальные музыкальные инструменты и исполнение горлового пения нашим директором Алдарбады Даржу Владимировичем. Кроме того, очень интересно были лекции Монгуштомаса Канзаевича по организации работы именно как аккомпаниатора, то есть элементарные основы гармонизации произведений, как с детьми работать, как подобрать правильный репертуар, как его правильно транспонировать в удобный для детей диапазон и так далее. Ну и, конечно же, в общем, в целом сам музыкальный календарь. Помимо музыкального календаря мы еще подготовили ряд музыкальных записей. Это известные записи наших профессиональных композиторов, а также композиторов-песенников. Допустим, к примеру, Алексея Бактаевича Черголова, Челерою, Тентембиля, увертюра к опере Чеченный Белякма, Владимира Толкота, Южная симфония, Дамбаку Режова, концерт для флейты с оркестром и некоторые песни, допустим, Сергея Ивановича Бадра и других композиторов. То есть все это в дальнейшем, мы надеемся, очень поможет в работе наших коллег, которые пришли на краткосрочные курсы повышения по теме «Музыкальный календарь Тулы». Спасибо, до свидания.